Вот платежки за 2 месяца, оплатить не могу. Пенсионерка Марьям Сафина вновь не оплатила счета ни за август, ни уже за сентябрь. С тех пор, как перестала работать единственная в поселении почта. Теперь, чем ближе зима, тем больше страха, не отключат ли следом за неуплату и отопление. И вот так, уже в холода, селяне не могут отправить не то что письма, а и даже платежки. Из-за закрытой почты они практически отрезаны и от внешнего мира. Мы же в долгах остаемся, мы не против платить, а некуда 15 километров до Пяз надо сходить, 18 километров. На двери амбарный замок, у селян сотни вопросов. Что делать, если не на чем ехать? Друг друга выручают соседи. У кого есть машина, собирают и везут счета в складчину. До Пязы банку платили. Сами вот на своем ездил туда. Замок на дверях появился еще летом, но почтальоны работают. Они разносят счета, письма и периодику в обход головному офису. Почта не закрылась. Вопрос только в том, что на сегодняшний день нужен работник. Оказалось, на почтамт пришла действительность. Начальник ушла в декрет, а новая смена не осилила требования времени. Внедрение новой программы у нас происходит. Это единая автоматизированная система. К сожалению, в силу определенных обстоятельств этот работник не справился с этой задачей и ушел. И так не только в Высокогорском районе. По информации Татарстан Почта С, почтовые отделения не работают в ряде районов Татарстана. Переход на новую систему совпал с нехваткой кадров. Пенсионерам придется либо осваивать интернет, либо ждать, когда почтальоны научатся работать по-новому. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Высокогорский район, Казань.